Между Москвой и Крымом назревает конфликт. После заявления главы российской администрации Крыма Сергея Аксенова о невыполнении плана по перечислению средств по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, федеральный центр выразил недовольство работой крымских чиновников. Им поручено еще раз проверить статьи расходов. Аксенов, в свою очередь, заявил, что человек в здравом уме не согласился бы на руководство Крымом. Коллеги, в нынешней ситуации, слава богу, что мы сохранили вообще то, что есть. Некоторые деятели, которым там кажется, что мы там профессионально, непрофессионально справляемся со своими обязанностями, я всегда говорю, я любому коллеге могу дать возможность приехать сюда, изучить ситуацию. Мои коллеги-губернаторы, они считают, что мы камикадзе здесь, по ходу, да, вообще, находясь на этой должности в такое время. Потому что нормальный человек в здравом уме, то есть никогда бы не согласился. Я говорю, ну что делать, у нас такая роль. После конфликта между Кремлем и Крымом появилось много различных слухов о том, что в ближайшее время крымских руководителей уволят и, возможно, привлекут к ответственности. Крым Реалии решили поинтересоваться у самих крымчан, что они думают по этому поводу. Я бы не сказала, что плохо. Ну, есть недостатки, это естественно. А так мы довольны. Чужих нам не надо. Пусть есть Константинов, пусть есть наш... Вот, пусть они это и будут. Они же начали это уже делать. Как это взять, им сейчас руки обрубить? Ой, мне кажется, у них столько сейчас работы много, что они все делают. Понимаете, что нам надо людям. Кто знает Крым лучше, Московский или же Аксенов? Я считаю, что Аксенов, по крайней мере, пока на своем месте. Ну, я особенно не в курсе, но по телевизору только что показывали, что Россия выделила 2,77 миллиарда на благоустройство Крыма, а использовали только 300, что ли. Вот. И, ну и так сказали, что, наверное, правительство плохо наше работает. Очень плохо. Очень плохо, ребята. Так нельзя. Ты что? Ну столько денег получено, ничего не сделано. Главное, сам губернатор ездит и указывает ямы. Да что нет людей, которые не могут ему переснять, это пропустить через интернет, и он посмотрел. Не сделал, выгнал второго, но найдет человека, который сделает это. В общем, город, столица без дорог, алкаши, собаки и кошки. Это же страшная вещь, ребята. Когда это будет порядок? Народ надо воспитывать. Культуры никакой. Не берешь газету, читай, все у нас хорошо, сюда идешь, там хорошо. Ну ничего, не вижу. Пока не вижу, нет. В супермаркетах Крыма ввели ограничения на продажу социально значимых продуктов. Рис, гречку и сахар отпускают не больше 3 килограммов в одни руки. Продавцы объяснили, ограничения вводятся для препятствования закупки крупной партии продуктов с целью перепродажи. Маркетологи рассказали, что тем самым создается искусственный ажиотаж, чтобы, наоборот, увеличить продажи. В Керчи очереди в ЖЭК жители разных районов города приходят за перерасчетом за ноябрь и декабрь, поскольку точной суммы оплаты не знают. Люди записываются в очередь с 3 часов утра, так как у сотрудников ЖЭКа всего 2 рабочих дня, понедельник и среда. В помещении собралось около 100 человек. Многие, увидев очередь, уходят. Жители рассказали, что сотрудники не успевают обслужить такое количество людей. Работает всего 2 кабинета. Такое устроить. Я не принимаю только 2 раза в неделю. Могли бы они принимать до обеда каждый день, чтобы такую толпу не собирать. Это нормально в таком вот помещении собрать весь город. А мне 70 лет. Вот мне 70 лет, я должна стоять. Да. С ночи. Еще и стульчик с ночи человек. Вот покажите, да. Вот. И надо в 3 часа ночи занимать очередь. У меня дочь больная, не ходит, я не могу ее бросить. Вот пришла сюда за час, полтора, она не ходит ногами, инвалид первой группы. Могу я стоять здесь? Даже очередь не заняла, потому что я посмотрела. Ну, конечно, тут разве можно вообще достояться? Безобразие. Сейчас я приходила во вторник, попросила девочки, пересмотрите, скажите мне заплатить. Они сказали, не приемный день. Пришлось уйти. Много людей приходят в такие дни, нигде не принимают. Смотришь, заходишь в кабинеты, так грубо отвечают, что не спросишь, прям вообще грубят.